Қайырлы күн, құрметті әріптестер, орталық коммуникациялары қызметінің баспасөз конференциясына қош келдіңіздер. Біздің баспасөз конференция бірге мәдени оқиға Қазақстанда алғаш рет Эрмитаж күндерінің өтуіне арналады. Уважаемые коллеги, наша пресс-конференция посвящена неординарному культурному событию. В Казахстане впервые проходит Дни Эрмитажа, официальная церемония открытия которых состоялась вчера в Национальном музее нашей страны. В рамках Дня Эрмитажа в Национальном музее будут проведены семинары, мастер-классы, встречи. Также будут обсуждены актуальные вопросы развития музейной отрасли в рамках международных проектов. Участниками Дня Эрмитажа стали более 300 зарубежных и отечественных специалистов музейного дела. И сегодня у нас в гостях организаторы данного мероприятия, министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Петровский, а также директор Национального музея Республики Казахстан Дархан Мумбай. Уважаемые гости, добро пожаловать. Арыстанбек Мухамедиулы, сізге бірінші сөз беріледі. Көп рахмет, қайырлы таң, құрметті әріптестер. Әрине бүгінгі өтіп жатқан шараның маңызы өте зор. Неге десеңіздер, кеше тұңғыш Қазақстан президенті күніне арналған шарада әрине бізге үлкен мереке, ұлттық музейде Эрмитаж күндері ашылғанда. Екінші жағынан әрине біз әр кезде өтіп жатқан іс-шараларға өте маңыздылығын ерекше көңіл бөлеміз. Уважаемые коллеги, в действительности это позвольте выразить огромную благодарность Михаилу Борисовичу Петровскому, уникальнейшая личность, которая сделал и делает очень много для развития мирового культурного пространства. И для нас огромная честь, что Михаил Борисович вчера открыл Дни Эрмитажа. Впервые это проводится в Казахстане, в нашем прекрасном городе Астана. И, конечно, мы безмерно благодарны Михаилу Борисовичу и коллегам, которые приехали в Государственный Эрмитаж. Спасибо большое. Благодарю вас, Михаил Борисович. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Микрофон, пожалуйста. Так. Спасибо большое. Я очень рад, что наша, в общем, совсем новая инициатива, новая в музейном мире состоялась в Казахстане, причем в день первого президента. Это придал этой встрече нашей с музейщиками и с культурной общественностью Казахстана особое значение, потому что, и это очень важно, потому что то, что мы предлагаем, Дни Эрмитажа, это как бы создание варианта того, что проходит в самом Эрмитаже. В конце года мы проводим Дни Эрмитажа, сами, так сказать, отчитываемся, открываем выставки, представляем новые проекты, новые книги, рассказываем о том, что сделали, что хотим сделать, и как бы концентрируем весь тот опыт, который есть. И то же самое мы вот здесь впервые делаем, здесь в Казахстане. Сразу скажу, что мы уже договорились, и вчера говорили об этом с президентом, делать это регулярными, не каждый год, раз в 2 года, встречи, которые совмещают в себе две вещи. Очень важно, чтобы они именно совмещали. Когда говорят музей, думают, музей это так, выставки, экспонаты, толпы людей, которые ходят. Но музей это громадное учреждение. Все эти экспонаты и все эти выставки рождаются из большой научной реставрационной работы. И без нее это просто, так сказать, маленькая часть и не всегда самая важная для истории, культуры, для народов, для страны. Важнее вся та работа, которая ведется в музее. И вот мы сегодня представили, реставрации, в сфере маркировки экспонатов, в сфере применения современных технологий для хранения и дальше для представления коллекций. Вот это очень важно, потому что, надо сказать, мы делали не один раз выставки, и в Астане тоже. И надо сказать, что мы были не очень довольны результатами, общественными результатами этих выставок, насколько они усилили, не усилили связи между музейным миром России и музейным миром Казахстана. Вот сейчас мы начали работу с новым, совершенно замечательным музеем национальным, у которого есть такие громадные возможности, как здания технологические, так и человеческие возможности, мы это уже видим, для того, чтобы развивать вот такое многостороннее сотрудничество в музейной сфере во всех ее аспектах. И что означает сотрудничество, научное сотрудничество, которое будет теперь продолжаться и развиваться. Оно у нас есть, наши археологи работают, в частности, на территории Казахстана.
Казахстана и в сотрудничестве с нашими коллегами. Стажеры, специалисты приезжают регулярно в Эрмитаж, из Эрмитажа приезжают. Вот это все мы, я думаю, поставим на такую более регулярную основу, которая и будет строиться вокруг этих регулярных дней Эрмитажа в Астане. У нас есть ряд тем, которые мы обсуждаем. Это темы, вот, как я сказал, совместной работы. Это тема, допустим, сказать, кочевых империй, скифо-сарматской археологии. Это тема буддизма в Центральной Азии. Это тема тюркских древностей. Это все то, чем Эрмитаж занимался и занимается, и то, что можно было бы интересно делать совместно. Наконец, вчера я обнаружил, так сказать, готовность к еще одной сфере. Это сфера современного искусства, которой мы очень много занимаемся. И вот то, что я видел, тот интерес, не только интерес экспозиции Национального музея, посвященный современному искусству, тоже открывает такие возможности. Мы уже готовы обсудить сначала у себя, потом предложим несколько выставок, касающихся и современного искусства. Так что есть много разных сфер, в которых мы начнем работать. Скажу, что у нас есть соглашение, подписанное с Национальным музеем, так же, как есть соглашение с Национальной академией искусств. И вот на основании всего этого мы работали, будем теперь работать по такой регулярной схеме. И я думаю, что у нас есть такая большая общекультурная задача, о которой говорил в других планах президент Казахстана. Есть вот здесь, на казахской земле, мы можем в музейной сфере создавать вот ту хорошую, правильную связку между русским миром и тюркским миром, которая на самом деле очень важна для культуры вообще и для культуры евразийской, как бы ее не понимать. Вот эти два больших мира. В сфере музеев это как раз вот тот замечательный мост, который всегда работал, работает и будет работать. Надо сказать, что символом этого моста является и такая романтическая фигура Льва Николаевича Гумилева, именем которого назван университет в Астане. Спасибо. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Теперь перейдем к вопросам. Пожалуйста, первый вопрос. Биньюс. Добрый день, Биньюс, Мирим Исмаил. У вас открывается множество филиалов Эрмитажа, как в России, так и за рубежом. Вот последний открытый был в Омске. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Оказывается ли вами какая-то поддержка этим филиалам? И перемещаются ли картины с головного Эрмитажа в филиалы ваши по странам? Спасибо. Значит так, первая терминология. Я категорически возражаю против слова «филиал», и это связано с вашим вопросом. Это наши центры, а называем их мы спутниками. Спутник – это нечто запущенное на орбиту, что может менять орбиту, опускаться, подниматься, такая более динамичная вещь. И это именно центры, потому что там все четко разделено. Вся инфраструктура и юридическая часть вот этих центров – это принадлежит тому месту, где они находятся. Эрмитаж поставляет контент, который обрабатывается совместно и представляется там. То есть Эрмитаж представляет идеи, представляет вещи, представляет людей, но не управляет финансово. Все финансирование обеспечивается полностью исключительно тем, кто принимающей стороной, будь это Амстердам. Вот сейчас приезжает премьер-министр Нидерландов, он бывал не раз в нашем центре в Амстердаме. Я только что оттуда вернулся, мы открыли очередную выставку. Будь это Казань. В Омске мы еще ничего не открыли, мы начали работу по подготовке создания спутника в Омске. И вот это тоже часть важная в промежуточный период. Идет целая серия разных мероприятий. Кстати, в Омске они и происходили, и лекции, и показы фильмов, и приезды наших коллег. И все то, что происходит тоже в этих центрах уже существующих, это перенос, не просто показ. Мы, разумеется, делаем выставки. Мы делаем выставки, но эти выставки только часть той большой работы, которая идет, которая должна перенести ту атмосферу и весь опыт 250-летней Эрмитажа, атмосферу музея, где множество разных вещей происходит одновременно. Выставки, театральные представления, музыкальные концерты, лекции, детские фестивали, специальные занятия, вечерние, ночные для детей, для взрослых, телевизионные передачи и так далее и тому подобное. Вот всю эту атмосферу переносить в другие места с тем, чтобы
ну, обеспечивать такую роль существования Эрмитажа как глобального музея, вот так, как мы его понимаем. Благодарю вас, пожалуйста. Казахстан, следующий вопрос. Национальный телеканал «Казахстан», Индира Бегайдар. Уважаемый Михаил Борисович, как вы оцениваете развитие музейного дела в Казахстане и в целом ваше мнение, как должно развиваться казахстанское искусство? В каких направлениях? Спасибо. Дело в Казахстане. И вот на самом деле оно всегда хорошо развивалось, и казахские музеи, казахские археологи известны, и великие их открытия известны всему миру, и работы, и имена известны. Но сейчас мы имеем дело, видимо, с новым этапом, который в принципе выразился в создании такого города, как Астана, и новые такие стимулы развития, и создание национального музея, который прекрасен и по архитектуре, который прекрасен по тем коллекциям, которые есть, и по прекрасному, хорошему очень сочетанию современнейших технологий с подлинными вещами. Это очень трудно в музеях. Сегодня очень модно делать новые технологии. Очень трудно соблюсти тот баланс, который здесь, по-моему, прекрасно соблюден. Надо немножко иногда людям напоминать, что вот здесь реконструкция, здесь подлинные вещи, и чтобы они туда и сюда прошли. Но возможности такие созданы. Я думаю, что все это открывает хорошие возможности для дальнейшего нашего сотрудничества. А развиваться будет музейное дело в Казахстане так же, как и должно развиваться, и здесь это решать. Но я думаю, что одновременно будут два направления. Собственная история Казахстана, потому что ее нужно изучать и показывать, это очень много. И также, ну вот, история всего региона, всей области степи, степных цивилизаций. Это все то, что очень важно, и то, целая часть этого мира, она просто находится на территории Казахстана, так что это, безусловно, ваша тема наряду со многими другими. Благодарю вас. Казправда, пожалуйста. Добрый день, «Казахстанская правда», Женя Уранкаева. Михаил Борисович, насколько нам известно, вы в Астане впервые. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о нашей столице и, в частности, о Национальном музее. Очень нравится, и он так является не только хорошей, важной частью вот того нового мира, который возник в виде Астаны. Понимаете, мы из Петербурга, Петербург тоже создавали здесь в чистой степи, у нас на чистом болоте, хотя и там были какие-то предки, но на самом деле новым, так что мы понимаем все сложности и ту решимость, которая была нужна для того, чтобы это создать, и мы очень рады тому, что это получилось. Теперь это надо все беречь и развивать. И я думаю, что я сегодня еще как раз поеду, мне предстоит замечательно сегодня посмотреть не одно, несколько новейших зданий, часть мы уже видели, но вот среди этих прекрасных зданий, интересных, экспериментальных, Национальный музей занимает, по-моему, особое место. Мне очень нравится его архитектура, и он, в общем, это одно из самых лучших, не будем говорить самое лучшее, чтобы никого не обидеть, одно из самых лучших зданий Астаны, вот, и по своему такому архитектурному облику, образу. Вот, так что я думаю, что касается экспериментов, то Астана сама по себе эксперимент, да, удавшийся. И Национальный музей тоже, конечно, место для экспериментов. Вот я упомянул такое большое количество залов, отведенных под современное искусство. Это тоже сам по себе эксперимент, потому что музей, он исторический. И это возвращение к такой синтетической модели, которая в одно время была, в советское время разделили все музеи, так сказать, исторические в одну сторону, картинные галереи в другую. А правильнее, когда они находятся вместе, и когда древняя история правильно перетекает в современную художественную. Я думаю, что места для экспериментов много, если они будут не ради экспериментов, но для экспериментов еще много других должно быть площадок. Все-таки музей – это такой высший авторитет, который уже, если в музей попало, то это уже высокое признание, критике почти не подлежит. Так что я думаю, что музей и станет таким местом, которое будет поддерживать экспериментальную жизнь и такие новые
направления течения и в целом в Астане и в Казахстане. Благодарю вас. У нас на очереди 24 КЗ, пожалуйста. 24 КЗ, Марина Шповалова. Михаил Борисович, вот вы говорите, что открываете центр. Планируется ли в Астане что-то подобное открыть? И в этом году Дни Эрмитажа направлены больше на обмен опытом проведения выставки. Будет ли? Значит, первое. Дни Эрмитажа всегда направлены и будут направлены на обмен опытом. Потому что мы музей. Музей – это громадный научно-художественно-культурный организм. Я несколько раз сказал, что выставки – это небольшая часть, она, так сказать, важна для публики, но они бессмысленны, если нету вот всего того, что есть вокруг, если все это то, что есть вокруг, не обсуждается. Я упомянул несколько выставок, которые были у нас раньше, они были замечательные выставки, большие, это была оружейная выставка и выставка представления Эрмитажа, но они так прошли, как рядовые галочки рядом с другими, в других углах там где-то были еще выставки, и вроде как все то же самое. Эрмитаж претендует на совершенно особый подход рассказа об Эрмитаже как явлении. Все наши выставки, вот только что мы открыли выставку испанского искусства в Амстердаме, так это выставка про Эрмитаж. Во-первых, про русских императоров, которые коллекцию создавали, и потом про испанское искусство. Вот это такой наш подход. И поэтому всегда это будет так, и всегда будут, ну сейчас это первое, а будут и выставки, будут показы вещей, мы вот говорили, я думаю, что скорее всего первое будет про кочевые империи или про степные культуры, совместная, наверное, выставка, но именно как вот все вместе делающиеся. Что касается центров, их невозможно иметь бесконечное количество, поэтому вопрос, в принципе, как идея, как возможного комнат сначала в Астане, в принципе, обсуждается, но к этому еще идет довольно долгий путь. Мы для того, чтобы это делать, это нужно несколько, 5-6 лет, так мы делали в Амстердаме, так мы делали в Казани. Нужно посмотреть, как это получается, потому что создать центр Эрмитажный – это большие расходы, это большое время, это определенная ситуация возможной конкуренции с существующими научными художественными учреждениями и музейными, и нужно сделать, чтобы ее не было, чтобы не было конкуренции. Рыночная экономика хорошо, но в сфере культуры не должно быть, чтобы были найдены правильные ниши, чтобы никто никому не мешал, чтобы это было на самом деле не галочкой, как хорошо, а явлением, которое получается и работает. Вот так у нас идет и в Амстердаме, и в Казани, вот такие образцы того, как работает. Поэтому мы будем спокойно, постепенно, имея в виду разные возможности, работать. Там через несколько лет будет видно. Надо, чтобы это всем было не просто интересно, а очень нужно и хотелось. Благодарю. Пах КЗ. Сәлеметсіз бе? Менің сұрағым Арыстанбек Мұхамедиұлы сізге. Қазақстандағы заманауи өнер саласы қалай дамып жатыр және алда қандай жоспарлар бар? Қай саласында? Сөйлем искусства, да? Енді мен мақтанышпен айтар едім, бізде Қазақстанда көркем сурет өнері жоғарғы деңгейде екен. Неге десеңіз, өздеріңіз білесіздер, бізде бірнеше таланттар бар. Ерболат Төлепбаев болсын, Дүзелханов, басқалардың еңбектері шетелде көптеген музейлерде, көрмелерде болып жатқан. И очень отрадно в действительности, что это современное искусство у нас в Казахстане имеет и традиции, и высокий уровень, потому что те выставки, которые проводятся у нас, и наши мастера выставляют в крупнейших выставочных залах за рубежом, оно тому является свидетелем. И, как отметил Михаил Борисович, в действительности Эрмитаж сейчас большое внимание уделяет современному искусству, и в этом направлении, конечно, будет взаимодействие. Спасибо. Благодарю вас. Костак. Здравствуйте, агентство Костак, Мирхат Жигалеев. У меня вопрос к вам, Михаил Борисович. Какие наиболее интересные и наиболее известные экспонаты будут? Вы про что? Мы еще ничего не сказали. Про Дни Эрмитажа в Астане. Проходят. И надо сказать, что по итогам Дней Эрмитажа, по их реакции на них, и в частности реакции прессы, будет определяться, что будет дальше. Да?
А что будет представлено, я сказал, я думаю, что мы сделаем проект, связанный с кочевыми империями, с кочевниками, степными культурами, потому что нам в течение многих лет и казахские, и эрмитажные археологи этими проблемами занимались. Экспонаты здесь есть и там, и тут, и все это вместе интересно объединять. Но будет это опять, извините, будет научная конференция, будет научное обсуждение, и будет выставка к этому, а не сама по себе. Для нас это очень важно, что мы представляем музей, общаемся, сотрудничаем с музейщиками, с музеями, и через них уже с публикой, а не просто 2-3 замечательных знаменитых экспоната. Они будут замечательны, но замечательность их будет понятна благодаря тому комментарию, который дает та научная жизнь, которая вокруг этих выставок и выставочных событий будет. Ну, уважаемые коллеги, в действительности здесь уникальное такое стечение мыслей. И я думаю, Михаил Борисович еще раз подтверждает, что музеи, они являются центрами, в первую очередь, археологии, научно-исследовательской деятельности, в какой-то мере образовательной деятельности, развития искусства. И, конечно, конечный итог – это выставление экспонатов. И в этом отношении, вы прекрасно знаете, у нас в Казахстане принято национальный план 100 шагов, и там есть конкретно пункт, который называется «О переходе на новую деятельность музеев Казахстана». И действительно, мы хотим, чтобы музеи это были не только, где выставляются экспонаты, чтобы оно было центром научной деятельности. И в этом отношении, вот еще раз выражаю благодарность Михаилу Борисовичу, у нас огромнейший этот план, который мы уже обсуждаем с конкретного пути, что в действительности у нас есть конкретные шаги, это вчера сделаны первые шаги, и мы далее будем это развиваться. Нам очень необходимо тот колоссальный опыт, который имеет 250-летний опыт государственного Эрмитажа, чтобы мы это применяли у себя в Казахстане. И для нас это будет огромный шаг. Спасибо. Благодарю вас. Можно я дополню? Очень правильно говорить. Действительно, это президент ставил нам задачу, чтобы Национальный музей стал не просто экспонатой, это научным центром. Для этого у нас вот первые шаги, как министр говорит, на самом деле, я думаю, они очень удачно у нас складываются. Тем более, вы знаете, что в 2014 году у нас утверждена указом президента концепция культурной политики. Там как раз впервые указано музейные дела, как будет развиваться. Там расписаны. И вот именно вот как вот то, что вот мероприятие наше, это первая реализация этой концепции. Уже мы осуществляем жизнь. Также хотелось бы сказать, что уже было сказано, вот Михаил Борисович сказал, что в области современного искусства, в других областях, вот именно вот по то, что сокровищница, именно вот в Эрмитаже хранятся очень многие материалы. У нас будут совместные выставки, это мы сейчас не будем говорить, когда, не сможем говорить даже, и не надо об этом, потому что мы должны готовиться, и чтобы было это действительно было культурным мероприятием. И я хотел бы, воспользуясь, поблагодарить наших коллег из Государственного Эрмитажа, которые эти дни, они и у нас проводят мастер-классы, они проводят по реставрации, по лаборатории и вообще по всем музейным делам у нас как бы обмен опытом, и я думаю, это для нас тоже взаимовыгодным и обоюдно полезным делом, считаю. Спасибо вам, Михаил Борисович, за это, за помощь и за такую... Мы, коллеги, всегда, музейное сообщество, всегда мы друг друга должны вот так поддерживать. Я думаю, в будущем и мы поедем в Эрмитаж, и вот такое будет сотрудничество у нас. Спасибо. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Будут ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, слово для завершения нашей пресс-конференции я бы хотел передать министру Арсенбеку Мухамедилову. Ну, в действительности у нас это проходит в сфере культуры. И вчера, сегодня в музее это не было таким сухим выставочным залом. В Эрмитаже, например, вы сами прекрасно знаете, есть прекрасный свой театр.
И там проходят выступления и Михайловского театра, Мариинского театра, и выступают студенты с Питерской консерватории, и музыкальные вечера и очень интересно проходят. Это действительно взаимообогащает, что музей стал центром не выставочной деятельности, а научно-образовательной, и, как было очень много сказано. И у нас, конечно, это тоже есть огромное желание, чтобы в Национальном музее тоже проходили интересные музыкальные вечера, потому что там есть хороший зал. И в Эрмитаже вот и даже тематические вечера проходят. Вечер Черленца, да, это недавно было. И это, конечно, соответственно, там живопись выставляется в этом направлении. Я думаю, это колоссальный опыт, и, пользуясь случаем, я бы еще раз хотел бы выразить огромнейшую благодарность Михаилу Борисовичу, учитывая, что его этот график международного призвания, оно всеми нами хорошо известно, но, тем не менее, он с удовольствием приехал в наш замечательный праздник, в день первого президента Республики Казахстан, и вчера была очень хорошая встреча с главой государства. Могу с уверенностью сказать, что давние друзья Нурсултан Абишевич и Михаил Борисович с теплотой друг друга обменялись мнениями, и самое главное, дано было старт для нашей совместной деятельности. Спасибо большое. Спасибо вам, уважаемые гости, за участие в нашей пресс-конференции. На этом мы завершаем нашу работу. До скорых встреч. Всего доброго.